Национальная и такая гостеприимная Республика Ингушетия с каждым годом привлекает все больше и больше туристов. 2023 не стал исключением. За 12 месяцев наш край посетили на 20% больше путешественников, чем за 2022. Вовнушки, Гекалт, Хабаерды, Перевал, Цейлом. Эмоции и впечатления гостей республики говорят сами за себя. После паспортного контроля нас ждал просто какой-то невероятный перевал. Вот сейчас мы поднялись на его высшую точку, перевал Цейлоам. И мы находимся сейчас на высоте 2100 метров. Ноябрь, но в горах, конечно же, уже снег, уже зима. Культурное наследие вкупе с природно-климатическими условиями – отличная основа для развития туристического комплекса. Большой упор был сделан на увеличение количества гостевых домов в горном районе и подготовку туроператоров. Свою работу начали с привлечения туристов, презентации регионов в других городах России. В этом году из федерального бюджета были выделены на создание модульных гостиниц, создание кемпингов и обустройство туристических маршрутов порядка 200 миллионов рублей. Данные денежные средства были реализованы, не в полной мере, конечно, но были реализованы проекты на 3 модульные гостиницы, около 20 миллионов. Также были реализованы на обустройство как раз-таки кемпинг-зон, на создание обустройства кемпинг-зон около 80 миллионов. И также на обустройство этих туристических маршрутов, улучшение инфраструктуры туристической порядка 100 с чем-то миллионов. Но куда же без главных мероприятий, в числе самых популярных фестиваль по бейсджампингу. В 2023 году в Ингушетии он проходил в 12-й раз. Смельчаки, искатели адреналина, продемонстрировали мастерство и азарт. Точки отрыва экстремалов традиционно Цейлом и Столовая гора. Порадовал 2023 и успешной реализацией национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», благодаря чему общественные инициативы, направленные на развитие внутреннего туризма, получили поддержку более 80 миллионов рублей. Один из участников грантового конкурса – Руслан Газдиев. Он вместе с товарищем разработал план, решил попытать счастье и принести пользу обществу, что у него и получилось. Сырды дизелса буагы, новости буагы, меркери буагы, шаш ахин буагы, ежи буагы, сала шашлык дотты, озгуна олданица, запретённый гандерлатыш, шаш костер рожечтыш, сейрин буагы, динах буагы, цикл шхот шаш ахин буагы, мотикери. А совсем недавно в Джейрахском районе благоустроили новое место для отдыха. Его организовали по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Предусмотрен маршрут к архитектурному наследию, Дашхакалинскому храм-святилищу. Здесь есть все для комфортного отдыха. Уютная беседка в рустикальном стиле, горный дух и сказочная природа. Само место выбора это связано с тем, что здесь находится этот мини-отель бейсджамперов, то есть цивилизация здесь рядом. И в этой точке скопление большого количества туристов. В связи с этим было принято решение, чтобы появились дополнительные зоны отдыха. Плодотворным год для республики выдался и в плане сотрудничества с различными регионами. В начале 2023 года двустороннее соглашение подписали Центр культуры, спорта и туризма Магаса и Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя в рамках двухдневного инфотура. Стороны договорились наладить сотрудничество с привлечением всех имеющихся на территории 2 столиц музеев, историко-культурных и природных объектов, предприятий индустрии и гостеприимства. Мы хотим именно довести до сведения всех тех, кто работает с большим количеством людей, тех самых людей, которые могут сегодня составить для нас ближайшее будущее, потенциальных будущих посетителей нашей республики. Северный Кавказ, особенно в условиях нынешних санкций и невозможности выехать, допустим, куда-то за границу для многих, мы можем здесь грамотно сработав совместно, получить замечательный результат для экономик обоих городов, субъектов и достигнуть поставленных, собственно, задач перед нами, чтобы у жителей была работа, были доходы. То есть это важно для того, чтобы субъекты СКФО были сильными, красивыми и имели возможность для дальнейшего развития.
Еще одно соглашение подписали Ингушетия и Белоруссия. Сейчас планомерно идет работа по наращиванию взаимодействия в области развития индустрии гостеприимства. Так, уже в 2024 году пройдут совместные мероприятия, где презентуют туристический потенциал обеих сторон. Также соглашение с Агентством по туризму Белоруссии станет возможностью обмена опытом в области маркетинга и продвижения уверенных в комтуризма Ингушетии. В рамках данного соглашения выезжала наша делегация Республики Беларусь совместно с правительством Республики Ингушетия, это Фурс Олег Борисович, в устраивании со страной именно отдельной, то есть мы как республика это маленький субъект, и для нас это считается достаточно большим достижением. Идеальным местом для всевозможных туристических поездок считается и Белоруссия. Богата культурой и самобытностью, большое количество замков, парков, исторических музеев. Для оздоровления массы вариантов санаторий, баз отдыха. Интересна республика и для охотников и рыболовов, так как реки и леса богаты на всевозможную живность. Республика Беларусь достаточно многогранна, имеет достаточно большой потенциал, и мне кажется, она достаточно недооцененная республика в плане туризма и так далее. То есть есть возможности, где что можно посетить, посмотреть и проявить интерес к республике. О туристическом потенциале рассказал и глава Ингушетии на международной выставке «Форуме Россия». 8 декабря 2023 года здесь прошел День республики. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, Ингушетия – удивительный край, который богат своей культурой, традициями и достижениями. Все, чем гордится республика, показали гостям. Впечатление просто исключительно, очень даже здорово. Приехали мы с Урала, из Екатеринбурга. Просто в Республике Ингушетия в данном случае я была в этом году весной. И поэтому вот сейчас бы мне было очень приятно снова сейчас зайти и посмотреть здесь все. Представлено очень здорово, просто колоритно. И именно вот чувствуется ваш национальный такой сила духа, характер, вот, ну и свобода. Уже здесь 5-й раз на этой выставке. Сегодня конкретно приехала на День Ингушской республики. Туризм в республике развивается, и региону есть чем завлечь новых туристов, не раз отмечал Махмуд Али Калиматов. Это программы детского и гостуризма, оздоровительные и лечебные комбинарные туры. По Армхи мы его защитили, это прорывной проект. У нас будет там улучшаться и улучшаться. Мы его будем развивать. Вот у нас, я смотрю, особенно я попал в пятницу или в субботу, и вот я смотрю на этих камнях, машины стоят, дети ходят, ну, около речки, да, Асди, и потом берег, Халнах там. И я в первую очередь сказал, давайте вот что, вдоль трассы, то есть дороги вот этой, да, начиная от Алхасты, давайте сделаем уютно, площадки такие, да, там, чтобы там какое-то кафе было. У нас это развивается. Потом у нас целая программа есть, которая будет устраивать, по-моему, комитет по туризму докладывал, у нас туристических троп, по-моему, там больше 100. Все новое – это, конечно, хорошо, но важно сохранять и поддерживать старое – историю. Так, в 2023 году на территории одного из самых древних памятников Северного Кавказа, Борга-Каш, обустроили маршрут. Работы провели по национальному проекту развития туризма. На территории обустроили беседки для пикников, мангалы, столы и лавочки. Все, что нужно для любителей загородного отдыха. В принципе, имеет достаточно хорошую популярность, так как люди, приезжающие в республику, непосредственно гости из соседних городов, будь то обычные туристы, либо люди, которые снимают документальные фильмы, передачи про республику, как одну из локаций, на которую хотят посетить. То есть они берут мавзолей Борга-Каш непосредственно. Реконструкция и благоустройство таких достопримечательностей позволяет увеличить туристический поток в регионе. С начала 2023 года республику посетили около 100 тысяч человек. Кстати, теперь в Ингушетии развита и программа студенческого туризма. Возможность путешествовать по стране и не переживать о больших расходах за проживание. Стать участником программы может студент университета, аспирант или молодой ученый до 35 лет, а также молодой специалист. География программы обширна. Каждые 2 дня ходят, и было неудобно, форум на день раньше, получается, приехала чем форум и решила, рассказали о туризме в программе, решила поучаствовать, такая НГУ. Приняли, в итоге позвонили, все, договорились, рассказали, все четко, классно. В принципе, удобно было здесь находиться, и люди встретили хорошо, прям приятно. Мне нравится приезжать потом 3-й раз здесь.
Высокую роль играет поддержка федеральными властями госпрограмм и проектов, направленных на улучшение инфраструктуры туризма. Был снят фильм о Республике Ингушетия для благоприятного мнения, чтобы сложилось у людей о республике, для повышения туристической привлекательности. Также из общих данных, которые есть в новостных сводках, у нас порядка более 100 тысяч человек в этом году посетило. Это хорошая динамика, это хороший показатель. Развивается инфраструктура туристическая, обустраиваются туристические маршруты. Это тоже в рамках деятельности комитета было определено, что в прошлом году, что в этом году. В регионе продолжается реализация долгосрочной программы благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева, рассчитанной на 20 лет. Все памятники архитектуры туристы смогут увидеть в первозданном виде. К работам привлечены лучшие специалисты страны, а в развитие курорта Арамхи будет вложено более 13 миллиардов рублей. Хава Гагиева. Итоги года.